Эй, друзьяшки, всем привет, мы в Москве. Привет. Завтра у нас праздник Герберт, точнее это праздник у вас, где мы будем веселиться вместе с вами. На следующей неделе мы едем в Питер, мы там увидимся. Вот Женя, вот они. Вот они. Что так долго? Привет, давай на красиво так пятюньки раздать. Че вы там друг А ты повернись, я тебе по попке порыжи. Да, все, мы приехали, расселились, и сейчас у нас основная задача это просто хорошо поесть, правильно? Я хочу кушать. Вы заметите, мы едем в какой-то Black Star Burger. Есть какие-то бургеры. Вань, знаешь, что такое Black Star Burger? Тимати бургер. Вот она, деваха, которая так любит Тимати и ждет этих бургеров. Все, погнали. Либо парковая, либо измайловская. У нас, кстати, произошла очень интересная история с Богданом. На одной из станций, где мы останавливались перекусить, мы забыли Богдана. Реально. И вспомнили только под самый конец. А оказывается, Богдан-то вот он здесь, Мне кажется, братка. там главное еще показать. Что ты там прячешь, показывай? Здорово, ничего. Что ты там показывай? Руки пустые. Короче, мы заблудились. Это потому что Петр открыл не то приложение. Петр у нас леденист. Конечно. Леденист. Найти крайнего, конечно же, легко. Мы сейчас практически за 400 рублей узнали, что мы лохи. Вот теперь мы правильно Привел нас? пришли. Да. Герой. Чего герой-то? Сусанин. Это изначально кто-то там крикнул: вон метро, давай пошли! А я сказал, вот KFC, пошлите в ту сторону. Вот так вот мужчины, настоящие джентльмены, своим же девушкам место не уступают. Петь, ты любишь бургеры? Нет, не люблю, но на что не пойдешь ради своих друзей, которые возомнили себе, что это просто шедевральнейшее творение. Я не знаю, почему они пришли к такому выводу, но все пошли, и я пошел. Короче, у меня сработал стадный инстинкт. Я помню белые обои, черная посуда, красную белое, думаю, откуда. Бургеры-то реально такие вкусные, что за ними люди стоят? Поэтому очередь, видите, сочные, мощные, невкусные, сочные, мощные. Мне изначально идея немножко не нравилась. Первый раз? Первый раз, да. Попробуйте, пожалуйста, наш самый популярный XX бургер. Смотрите, он самый популярный, знаменитый. Поэтому только его афишируем, так как у нас он самый популярный. Кола идет в подарок. Двойной, сытный, вкусный, долгий послевкусие остается после этого бургера. Попробуйте, не пожалеете. Еще и квартиру можно выиграть. Да, конечно. Давай берем его. Сколько вам? Квартира где в Москве? Да, в центре Москвы. Москвичом выйти. Сколько? 2, 3, 4. Вы не пожалеете, он самый хороший бургер, долгий послевкусие остается. Попробуйте наши сырные шарики, наггетсы, картофель фри, они очень вкусные, буквально тают во рту. Попробуйте, не пожалеете. На первый раз. Пожалуйста, ваш стакан А96 выдача в конце зала. Точно можно напить это. Б-15, Б-14, С-92. Почему именно перчатка? Очень сочный бургер, поехали. Ну что? Я счастлив. Уставшие. Я вижу злой. Идем пробовать. Мы не смогли его вкусить в кафе, но пришли в номер, надеваем перчаточки, как должно это быть. Короче, смотрите, ребята, он течет. Он реально весь течет. У меня самый мятый бургер, но он самый извращенский, потому что там есть клубника. Ну что, начинаем пробовать? Сочный, Пец. вкусный. Насчет сочности это точно, потому что капает даже, капает. Смотрите.
Типа, тут идет двойная котлета, огурчики, помидорчики, яичко, мазик, нормальный бургер. В принципе, бургер же что там? Единственное, за то время, что мы его несли, это часа 2,5, наверное. Булочка превратилась В булочку. в жидкую субстанцию непонятного вкуса. Вкусно? Ой, да-да-ла-да-да-ла-но, пинал биван-зелюкта. Один из самых культовых старинных ансамблей Удмуртии, который называется как? Чан. Да. 26 лет они занимаются, продвигают удмуртское. Это, так сказать, прадеды и ктоники. А вот главный режиссер сейчас идет. Он нервничает. Вот он. Дмитрий Креба. Вот. Дим, да. Вот сейчас самое начало. Кто сейчас на сцене? Кто это вот эти? Кто это люди? На сцене группа Екатерины Чистовой. На сцене группа Екатерины Чистовой. И сейчас проходит саундчек. Дорогие друзья, мы готовимся к празднику Гербер. В общем, ребятки, Гербер в Москве в самом начальном этапе. Решили пройтись по площадкам, посмотреть, что тут вообще есть, кто приехал, какие коллективы. Вот. В общем, погнали. С помощью контента и шлема виртуальной реальности мы имитировали горнолыжный спуск Нечкина. Сейчас у вас есть возможность, управляя ногами, двигаться по горнолыжному курорту и собирать удмурт-коины. Это будет ваши первые инвестиции в Удмуртскую республику. А если упаду? Ну пойдешь, поднимем. Сейчас буду пробовать. Компания Boxlab занимаемся технологиями виртуальной дополненной реальности. Подходи сзади. Сначала одну ногу сюда по центру. Ага, встаем. Ставим сюда одну ногу. И сюда. Все. Сейчас почувствуй сначала без шлема влево-вправо. Корпус на месте, только двигаешь ногами. Вообще классно. Да? Иди пробуй. Давай, лети. Ух ты! Корпус держи на месте, двигай только ногами. Корпус на месте. Слушай, это страшно! Короче, очень круто. Виртуальная реальность не кажется виртуальной. Ты прям погружаешься, особенно когда летишь туда вниз. Прям очень страшно. И даже после того, как ты снимаешь эти виртуальные очки, вот эта виртуальность продолжает где-то присутствовать тут у тебя в мозгах. В общем, круто. Сейчас мы проходим, так сказать, стенд от фирмы «Село Зеленое», где проходит мастер-класс. Давайте посмотрим, что они там готовят. Заворачиваем. Вот таким вот способом делаем. Даже не венчиком, потому что металл немножко будет бить. Мы все знаем о туризме. Мы все знаем о туристических маршрутах Родникового края. И приглашаем вас. У нас туристско-информационный центр, туризм в Удмуртии. Какие у нас возможности, какой потенциал? Тектоника в этом году меня очень прямо приятно удивила. Такое количество людей. Это один из тех, можно сказать, немногих мероприятий, которое, во-первых, оно и коммерчески успешное, а во-вторых, оно на очень приличном уровне. То есть мероприятие, которое сделано вот прям так, что оно само себя продает, на него можно ехать, идти. Таких мероприятий вот, центровых в Удмуртии, это одна из тех вещей, которые мы будем сейчас продавать, раскручивать, который должен строиться туризм. Здравствуйте. Слав Горжак. Добрый день. Здравствуйте. Тоника, можно у вас маленькое интервью взять для влога? Да, давайте. Мы не будем задавать каверзные вопросы. Да, можете задавать. Почему Гербер проходит в Москве? Ну, Гербер, он зачем? С одной стороны, понимаете, вот есть праздник национальный, да, вот там, но пока ты варишься сам в
себе, никто про этот праздник не знает. Как чемпионат мира провести только среди своих, только не приглашая никого. А тут Гербер — это фактически витрина для того, чтобы посмотреть, узнать что-то про Удмуртию, послушать музыку, поесть хорошую еду. Для нас это возможность показать людей не только традиции, не только национальные фишки, а именно наших людей. Чем нынешний Гербер отличается от предыдущего? Какие-то есть фишки? Значительно более предпринимательский Гербер, больше предпринимателей стало. Ну, вы сами можете сравнить, там, если пройтись по предпринимательским рядам. Вот, для нас это очень важно. И мы уходим от того, чтобы делать Гербер исключительно вот, там, культурной составляющей, хотя, может, вы не те люди, которым я должен это говорить, но я считаю, что не только нужно показывать, например, там, артистов, а важно еще показывать другие вещи, которым может гордиться наша республика. И он такой стал, знаете, что ли, более молодежный. Вы же сами лучше меня знаете, когда у вас дискотека начнется, вот, поэтому он такой становится Гербер современный. Вот для меня это вторая фишка, она очень важна. А Гербер в Москве должен отличаться от Гербера, который происходит в республике? Думаю, да, он должен быть более ориентирован на, что называется, иностранных гостей. Да, на экспорт. Ну, то есть, это, условно говоря, в Удмуртии, про Удмуртию все и так и знают. Ну, понимаете, да? А тут это возможность, даже не так важно, я, может, вам страшную вещь скажу, не так важно, что это Гербер. Важно, что это возможность узнать про Удмуртию. Люди спрашивают, а где можно посмотреть? Потому что там читаешь ваш Facebook, там, складывается ощущение, что какое-то райское место. Вот, а где можно потрогать там? Ну, откровенно говоря, не все готовы брать там и лететь в Удмуртию там на неделю изучать. Вот это вот такой способ осуществить максимальное погружение, не тратя много денег, времени и так далее, вот просто за день такое погружение в Удмуртию. Люди, которые приходят сюда, им интересны национальные традиции, но им интересны не только национальные традиции, поэтому нужно найти какой-то баланс. И я считаю, что если посмотреть на вот даже там, вот сейчас кто у нас выступает, и на оформление, мы отдаем дань уважения национальным традициям, но там, по моему решению, мы не будем замыкаться только на этом. Мы должны давать там и более молодежные площадки. Вот мне там говорят, а что ты шахматы вот второй год сюда тащишь? Я говорю, вы просто не знаете, Удмуртия одна из самых сильных шахматных республик в России, в принципе. Это не только старые национальные традиции, которые очень дорогие, которым есть место, это в том числе и другие мероприятия. А может быть просто, чтобы эти люди успокоились, которые так лютуют, переименовать Гербер Дни Удмуртии в городе Москва? Да, это может быть на самом деле хорошая история, и надо подумать об этом. В конце концов, почему бы нет? И более того, я могу такой секрет небольшой открыть. У нас в этом году еще будут Дни Удмуртии в городе Москве. Немножко вот не в саду Эрмитаж, в другом формате, но будут. Приглашайте нас. Хорошо, договорились. В следующем году. Йоу. Сейчас мы идем на площадку, где свой мастер-класс показывает Ижевский клуб футбольный. Надо заметить, Торпеда. Девчонки, которые показывают, не знаю, хороший спорт. Ну вообще, короче, могут играть в футбол, в отличие от нас с Петькой. Что это вы тут делаете? Мы здесь в футбол играем, это Торпеда Ижевск, высший дивизион. Там у нас можно состязаться в мини-футбол, рисовать футбольные картины, посмотреть наш мерч. Впрочем, давай я тебя провожу. Смотри, это наша арт-зона. Здесь пока странные объекты, но совсем скоро мы раскроем интригу и получится нечто очень интересное. Пока это что-то странное. Нужно дорисовать. Бери кисточку. Давай рисуй. Фофа, покажи, пожалуйста, как рисуют здесь. Кристина Фофанова, наш полузащитник, между прочим. Красивая. Красивая. Девушка приехала к нам из города Пермь, легионер, играет в Ижевске. Прям до начала сезона. Вот прям сюда. Нужно закрасить пустые места. Что у нас дальше? Мини-турнир по мини-футболу. Татьяна Долматова, нападающая номер 23, проходит мастер-класс. Наш фирменный мерч, наш красивейший тренер по ОФП Анна Викторовна. Все это можно приобрести, купить, померить. Вот такие вот кайфушки. Даже Вика офигевает от нашего мерча. Кто ваш спонсор, девчонки? Наш спонсор — хорошее настроение. Спасибо.
Ну что, друзья, вот праздник начинается. Время 12 часов, 12:30. На сцене наши любимые ведущие, которые каждый год проводят. Это Алексей Бегижев и Олеся Дедекай. Мы их очень любим. Это наши же удмуртские люди, которые перебрались в Москву, чтобы найти себя. Я думаю, что они нашли. Сегодня для вас, дорогие друзья. С праздником вас! Как дела? Нормально. 100 грамм будешь? По поручению огласить приветствие мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина к организаторам, участникам и гостям праздника Гербер. Дорогие друзья, сердечно приветствую вас на национальном удмуртском празднике Гербер в Москве. Друзья, тот самый момент, когда на сцену выходят московские бабушки, буранские бабушки, правильно сейчас говорить. И у меня двоякие чувства, поэтому вроде как и ты рад, а с другой стороны ты понимаешь, что настоящие наши бабушки сейчас в Удмуртии находятся. Друзья, вот эта необычная штучка, которая сейчас происходит на Гербере. Буранские бабушки поют под минусовку, под трек Авичи на русском языке. Я думаю, что это дань Авичи, который внес неописуемый вклад в развитие электронной музыки. Друзья, непонятно, откуда у них авторские права и вообще, как они могут исполнять такую песню, но сам факт того, что они напоминают про Авичи, это уже хорошо. Ксения, да? Да. Здравствуйте. А вы являетесь продюсером данного коллектива. А можете рассказать о планах? Какие планы дальше с бабушкой? Вот сейчас у нас 20 минут на еду, и мы летим в город Серпухов на открытие Дня бокса сегодня. А ночью уезжаем в Ярославль снимать новый клип с Стасом Костюшкиным. То есть полноценный такой шоу-бизнес? И... Вообще полноценный. А гастроли уже расписаны прям на много? На 2 месяца вперед, да. Круто. То есть бабушки и по сей день остаются самыми популярными? Ну, мы стараемся, да. Вы сами видели, как народ танцует? Мне понравилось сейчас на мероприятии, что прозвучал трек Авичи в поддержку. Да. Это было сделано специально или это было сделано еще до момента? Это было до момента, и, вы знаете, эту песню всегда хорошо воспринимают, очень так приятно, что у нас нет вообще границ, нет политики. Есть вот просто, ну, у нас американцы танцуют, мексиканцы танцуют, украинцы танцуют, все с нами, и это здорово вообще, что в наших песнях нет границ. Круто. Спасибо вам большое. Спасибо, до встречи. В общем, Гербер, который проходит в городе Москва в самом разгаре, торжественная часть продолжается, все официальные лица уже выступили. Сейчас вот девочки показывают национальную моду под дождем. Но, несмотря на это, народ не спешит расходиться, потому что впереди наше выступление. И все. Вот такой вот был московский Гербер. Большое спасибо организаторам. Встречаемся через год. А сейчас мы с Пушкиным едем в Питер. На питерский Гербер! А также посетим, наверное, один из самых крутых, модных и масштабных фестивалей в России. Это ВК Фест. Об этом мы расскажем через неделю. Пока!